12 марта состоялись выборы в Народное собрание. Издержки голосования, небольшая промежуточная аналитика, эмоции и выводы после первого тура парламентских выборов. Аргама. Мы провели 35 прямых эфиров. Никто никого не ущемлял на эфирах. Более того, осознанно мы организовали эту площадку при минимальной вовлеченности ведущих. Мы попытались обеспечить равные возможности для всех кандидатов, чтобы не было подстав, грязи, клеветы, оскорбления. Мы учитывали хрупкость ситуации и внутри страны, и за ее пределами. Зато у каждого была возможность презентовать себя, свою программу. Было разное. Никто не добивал провальных. Иногда ведущие работали как реаниматологи. Прямой эфир – это серьезный стресс для большинства кандидатов. Возможно, мы не достучались до многих избирателей. Есть такое впечатление. Зато многие зрители увидели, каков этот ресурс, претендовавший на депутатский статус. Итоги первого тура разочаровали многих, поскольку фавориты наших эфиров не прошли. 4 из них сегодня у меня в студии. Я пригласила их, чтобы пообщаться. Они согласились. Добрый день. Мои гости. Справа от меня Дауд Агарба, Беслан Ачба. Слева от меня Изольда Хагва, Беслан Торчуа. Да. Хочу спросить, только честно, как себя вы чувствуете? На мои звонки вы реагировали очень бодро. И мне, кстати говоря, не пришлось искать слова для оправдания своего вторжения в ваше поствыборное, скажем, настроение. Я не решалась, кстати говоря, звонить, но вы просто молодцы, вы очень сильные люди. Но мне хочется все же спросить, кто из вас был уверен в своей победе, кто сомневался и был готов к отрицательному результату? Хочу, чтобы вы правдиво сказали, честно сказали, как вы себя чувствуете после выборов. Давайте. Могу начать. Давайте, Беслан. По этому вопросу я попробую максимально искренне ответить таким образом. Я не рассчитывал на положительный результат. То есть ранее я никогда не принимал участие в общественно-политической жизни страны. А чтобы заслужить доверие граждан, граждане должны вас знать. Я фактически, можно сказать, неожиданно появился на всей этой внутриполитической арене и особо каких-то больших иллюзий не питал. Вот. И самое главное для меня было исключительно это принять участие и приобрести соответствующий опыт. Поэтому я прекрасно рассчитывал все на то, что я могу полагаться. Спасибо. И настроение какое сейчас? Настроение замечательное. Я очень доволен. Во-первых, я получил возможность познакомиться с множеством различных людей. И у меня исключительно положительные эмоции. И я ничуть не жалею и очень рад, что я принял участие в этой предвыборной кампании. Спасибо большое. Дауд. Безусловно, конечно, задача была выиграть эти выборы, но при всем при этом, тоже, как мой коллега тут сказал, мы впервые вообще участвуем в такого рода событии. И действительно задача была вообще узнать процесс, выяснить, как это все протекает. Интересно было очень. И это такая деятельность, которая приносит только положительный результат. Несмотря ни на что, несмотря на то, что ты выиграешь, не выиграешь, все равно остается положительное. Хорошее настроение, так скажем, никаких отрицательных эмоций не испытывал. Есть какой-то там момент, связанный с тем, что все-таки по поводу того, как все-таки проходит у нас выборный процесс, как думают избиратели, и мы видели, что есть и положительная, и отрицательная сторона. Вот эти моменты мы немного, поговорим конечно, об этом, конечно, но интересно не только вы, а штаб, который за вас вместе с вами работал, как они это восприняли? Если честно, они больше переживали, и больше у них не было настроения, они вообще пробивали в таком состоянии, мне приходилось их успокаивать. Я говорю, ребята, вы работу выполнили, все великолепно, действительно, большое количество людей отдали нам свой голос, доверие.
доверились нам, и поэтому результат, я считаю, положительный. Но действительно, успокаивать пришлось их. Хорошо, замечательно. Изольда? Я тоже человек новый из тех, кто впервые баллотировался, избирался куда-либо. И мне сложно было оценить ситуацию, понимать, каких результатов следует ожидать. Конечно, когда я окунулась в этот процесс и поняла, что и мои оппоненты намного раньше меня стали готовиться, были намного подготовлены, у них было больше разного рода поддержки. И тем не менее было сложно. Все-таки мне казалось, учитывая то, что я слышала в обществе, учитывая то, что мы видели в социальных сетях, тот отклик, который получила моя программа, я рассчитывала, что люди все-таки попытаются увидеть разницу. Мне показалось в какой-то момент, что мы уже дошли до той точки, когда люди хотят почувствовать эту разницу, хотят что-то изменить в своей жизни. К сожалению, после выборов я это не могу констатировать. Но люди, которые могут это оценить, они, к сожалению, разбросаны по всей территории Абхазии. Они не в одном округе, вот поэтому. Что касается моего настроения, у меня достаточно боевое, хорошее настроение. Как вы отметили, я достаточно бодро откликнулась на ваше приглашение. Спасибо вам большое за возможность вообще поговорить об этом. Наверное, это очень важно, действительно. Да, в моем штабе люди тоже расстроились. Мне до сих пор... Я вот 3 дня не выпускаю телефон из рук. Мне звонят... Люди, где находят мой телефон, я не знаю, но мне звонят совершенно... Вот от ПСО до ГАЛа реально люди звонят, совершенно посторонние, с которыми я никогда не была знакома. Это же все через прямые эфиры произошло, Да, правда конечно. же? Насколько, оказывается, это важно. Да, Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить этих людей за то, что они такую поддержку мне до оказали и после тоже. Это вот для меня, конечно, большая поддержка. Я надеюсь, что количество людей, которые хотят что-то поменять, будет только расти. Вообще, сам выборный процесс – это когда ты находишься совершенно в другом пространстве. Это и драйв, это и эмоции. Ты нарабатываешь опыт, знакомишься с людьми. Вот у меня нет ни чувства, ни обиды, ни злости, ни досады. Говорю это откровенно. Я когда пришел на работу, как-то мои коллеги, вот вижу, как-то смотрят на меня из-под тишка, говорю, ребята, я значит, вернулся в свою гавань, 2 месяца там мой корабль штормило, я попадал в турбулентную зону, я пережил цунами, но я не вернулся сюда побитой собакой, я вернулся таким закаленным матросом, хемингуэевским таким, который прошел через все эти бури. Это очень интересно, но что касается моего политического опыта, у меня был большой промежуток. Еще вот довоенное время, значит, я был комсомольским работником, я проводил тоже какие-то мероприятия, но я просто хочу это соотнести к другому вопросу, я об этом обязательно скажу. И, этот тоже сейчас явился для меня таким опытом, я рад тому, что люди меня узнали. Я, хотя живу в этом районе, в котором я баллотируюсь, я все же думал, что меня знают больше. Не потому, что я какая-то там значимая личность, но значит, многие знают значит, по нашей работе, и тем более мы выпустили несколько циклов, вот с вашей помощью, с помощью абхазского специальное телевидения. Расследование. Да, специальное расследование, там было 8 или 9 серий, практически в каждой серии, значит, как бы мне пришлось комментировать кое-какие моменты нашей работы. Но я еще раз убедился в том, что как-то вот какая-то пассивность, неинтересность, наверное, еще наше общество не созрело, скажем так, для того, чтобы... Поговорим, наверное, да, вот об этом. Вы говорите, что не было даже досады, вот она у нас была. Дело в том, что мы, понимаете, вот коллектив, не весь коллектив, а часть коллектива, команда, которая работала вот на прямых эфирах, и не только на прямых эфирах, но занималась предвыборной кампанией,
они смотрели все 35 эфиров мы смотрели. Мы не просто вот, у меня, например, там наверху, вот здесь вот мы до часу, до 2 ночи бывало, что мы тут сидели, мы смотрели эфиры, еще в прямом эфире смотрели, там в Фейсбуке и так далее, на сайте. И мы видели комментарии, мы видели охват вот какой и так далее. И комментарии тоже, кстати говоря, очень много определяют. Я понимаю, что иногда представители штабов, они специально уже готовятся к этим комментариям, это тоже есть. Но есть вот люди, которые абсолютно не имеют отношения вот к этим штабам, и они дают какие-то оценки сразу же, да, вот. И это было очень приятно. И иногда вот эти оценки, нам казалось, что они очень-очень такие актуальные и очень правильные, да. И поэтому тот рейтинг, который мы наблюдали, просмотры там и так далее, когда мы сравниваем с итогами, конечно, есть досада. Почему? Она есть у нас, вот как у зрителей. Избиратель, как я понимаю, разный. Да и округа очень разные. С чем каждый из вас столкнулся в своем округе? Мне кажется, вообще избирательная кампания 2022 отличается тем, что было минимальное количество каких-то грязных вбросов. Потому что мы помним, как это было раньше. Все время появлялись какие-то слухи, разговоры, черняющие кого-то. А я в этот раз, не по отношению к себе этого не почувствовала. Вы знаете, что я была в составе большой команды Конгресса, нас было 4 кандидата, и там мои коллеги тоже это подтверждают. Ну и в целом вот из того, что мы слышим. Вот этого не было. Поэтому это серьезно облегчало. Ну, каждый как видел свою избирательную кампанию, так и строил как это ее. случилось? Почему так произошло? Это прекрасно, если вы такую Это оценку даете. замечательная тенденция, надеюсь, она сохранится. Но, видимо, как-то, может быть, сами кандидаты так посчитали, может быть, как бы поняли, что это не работает. Все-таки мы живем в очень узком обществе, где все друг друга знают, и придумывать какие-то истории, реально придумывать приходилось раньше людям. Поэтому вот это я отмечаю как положительный результат. С такими я столкнулась с тем, что там, я думаю, что это чисто от себятины людей, которые болеют за того или иного кандидата, там срывали мои плакаты, вешали плакаты других людей. Вот это мне непонятно. Мы знаем там, что одному из кандидатов вообще порезали плакат. Да? Вот такие какие-то проявления, но это больше... Это такая странная борьба. Это не самая большая агрессия, это какая-то странная так. борьба с плакатами, она тоже никак не влияет на результат. В социальных сетях, где обычно очень много агрессии, вот в этот раз вот столько всего не было. Да? Был минимум, да. Это нужно отметить. Я буду говорить, безусловно, о своем округе. Когда вот мы стартанули, значит, нас было 5 оппонентов, мы договорились встретиться. Из 5 4 присутствовали, значит, на встрече. И у меня было такое предложение. Абра нас пехиикас, бетоном, хлбом, асфальтом, седрот земен гагом, убри хакоц, вы увидах нарталадзу, يحيي شبارحوت شخص حشتر خويد بريد شكالا يمي فحقب بطولة هترلا законла ламысла быс хайшавит. И эта договоренность сработала. Я благодарен в этом плане своим оппонентам. Мы как бы и договорились, и сдержали свое слово, потому что, мы знаем там и по истории там прошлых значит, компаний, значит, какие вовлекались ресурсы. Добрым делам есть как бы время и после выборов тоже. Вот в этом плане да. Значит, что касается, сейчас вот мы говорили, что не было грязи, вот именно в моем округе вот не было грязи, вот мы тоже как бы отдельной темой отметили, что давайте достойно, мы все друг друга знаем,
можно из пальца высосать как бы любую ситуацию, преподнести ее. Давайте не будем чернить. Сейчас много, знаете, там ресурсов, интернет, там анонимы и так далее и тому подобное. Я вот думал, мне говорить на эту тему или нет, но вот я говорю не потому, что бы там вот люди почувствовали, скажем, какую-то мою значимость. В мой адрес за время кампании не было ни одного нехорошего выражения. Вот просто не было. Я, честно говоря, был, ну, безусловно, удивлен, хотя в адрес моих оппонентов были какие-то посылы, но я надеюсь, они понимают, что это, конечно, не моя работа, это очень дешевые варианты, но это я называю, так сказать, борьба наших болельщиков. Это же тоже политический спорт. Вот. И вот в этом плане я вот хочу, пользуясь эфиром, поблагодарить их, вот и их так, избирателей, которые, ну, как бы вот выдержали вот такую, проявили такую сдержанность, скажем так. Ну, что касается вот еще вот таких вот моментов, значит, это я говорю о своем наблюдении. Я как-то присутствовал на встрече в одном из сел Ачимчевского района, значит, поддерживал тоже своего друга, товарища. Там все по-другому. Там люди приходят на встречи, ну, как бы, я говорю, а вот он кинтыж макаром хана сеет шубхашен насинеует аджаджи хопшна и нас икшот зустазалаги абриги хачку ньоп абриги хахпёп абриги нас абрат дит абрат дазит игит ханас уги бзени хшавен уги бзени знукан уги зазревет ариги зазревет. Вы катачи избазо. Сарас дарат за сугес хайт убранас шикери цамкон никан. Вы акала кедж. Виз якара ажла резгара дарат за ичгёб. Сара вот сейчас вот ижибек и ханасисизм газет. Ну, опять-таки сказать, что это пробелы штаба, я буду, конечно, несправедлив, потому что я сам лично контролировал этот процесс. У меня был такой случай. Вот, я знал, что у меня как бы такие сложные позиции. В одном из участков у меня было 2 штаба, значит, в нашем округе. И вот, значит, я специально вот 1 неделю, значит, работал вот в этом районе непосредственно. И как бы была такая артподготовка, да, ну, наглядный материал, агитационный материал. Значит, мои помощники ходили, обошли практически каждый дом, каждую квартиру. Значит, я всегда просил своих помощников, чтобы они брали, ну, естественно, по желанию номер телефона только для одного звонка, для того, чтобы уведомить о предстоящей встрече. Значит, ну, конечно, было и много телефонов, ну, в смысле номеров, которые были представлены. Помимо этого, значит, за 2 дня практически в каждом подъезде были расклеены объявления, что в таком-то, таком-то месте в такое-то, такое-то время состоится встреча. Ну, сейчас вы понимаете, значит, мартовская погода. Я как бы тоже вот нашел вот именно тот день, вот, когда можно было, чтобы людям было некомфортно, скажем, стоять в сырую погоду, дождливую, этот момент тоже был учтен. Ну, что можно больше сделать? Ну, вы могу пришло утверждать, что вы 12 работали человек. чисто, Да. очень культурно. Пришло скажем 12 так, да? человек на встречу. Ну, естественно, бывали встречи, где там и приходили и 3, и 5 человек. Я со всеми разговаривал, но вот этот феномен для меня, честно сказать, непонятен. Из положительного могу сказать, что очевидно запрос общества на изменения. Это было очевидно. Вот со многими, с кем встречались, люди понимают, что нужно что-то менять, стремиться к чему-то лучшему, в том числе и вообще качество самого нашего парламента. И таких высказываний было немало. И это, безусловно, радовало, потому что на каждой встрече задавали в том числе и вопросы, которые выходили за рамки бытовых. Мы привыкли к тому, что люди всегда ставят вопросы по быту, проблемы там со светом, с водой, они никуда не делись, и это действительно волнует людей. Но между этим всем возникали другие вопросы, ставились, которые уже касались непосредственно работы парламента и вообще, каким должен быть депутат.
Вот эти моменты, конечно, я считаю Побольше бы положительными. таких избирателей нам. Ну да, к сожалению, результат показывает, что запрос есть, но он еще, видимо, недостаточный. Либо они видят его по-своему, может быть, говорим мы все одно, а видения у нас отличаются друг от друга. Что касается того, как проходила сама кампания, я могу тоже действительно подчеркнуть, что проходила она спокойно, без каких-либо эксцессов. Это заметно было, в том числе и в соцсети мы тоже видели, никаких негативных, никакой грязи не выливалось, нигде. Это действительно радует очень хорошо. Не отвлекало, во всяком случае, от основной деятельности. И, видимо, это все постарались кандидаты через своих наблюдателей обеспечили такую дисциплину, так скажем, на участках, которая, даже если у кого-то мысль возникла бы такого рода, то навряд ли что-то получилось. Из таких отрицательных это то, что действительно многие избиратели все-таки увязывают проблемы быта со своим депутатом. Хотя какая-то связь существует, мы понимаем, что депутат это человек, который представляет тех или иных избирателей, и он может влиять на ситуацию посредством своей непосредственной работы, в том числе на законодательном уровне, и потом контроль над исполнительной властью на местах и так далее, и так далее. Но именно сужается все вот в этот круг, и это действительно, и здесь, и сейчас, даже до голосования. Такие моменты тоже бывают. Вот это интересно, что-то новое, видимо, произошло вообще на наших выборах. Все же, вот потому что вы сейчас говорите, вы все как будто сговорились, все хором, вот такие вещи. Ну да, я не думаю, что во всех округах это происходило, но даже вот когда несколько кандидатов в депутаты говорят об этом, это уже обнадеживает, что вот следующие выборы, скорее всего, они будут другими. Ну, я могу сказать, конечно, в рамках своего округа, я считаю, что мой округ, он образцовый в этом плане, то есть я вот слышу периодически, что различные негативные моменты все-таки возникают в различных округах, и посредством соцсетей бывает, что и бывает такое, что баннеры срывают, плакаты, но мы с этим не сталкивались, то есть у нас фактически таких проблем не было. У нас больше были проблемы, связанные именно в организационном плане. Дело в том, что наш округ фактически оказался самым изобильным округом по количеству кандидатов вообще по республике. То есть нас было очень много. Вот. И поэтому стал вопрос. Один из кандидатов предложил такой очень интересный момент, потому что каждому из нас нужно общаться со своими избирателями, с гражданами. И вы представьте, когда такое большое количество кандидатов, и в каждый двор заходить по несколько раз, люди устают. Потом надо учитывать, что и погодные условия были неблагоприятные. То есть погода тоже на свой отпечаток накладывала на это все. Поэтому мы в какой-то момент решили организоваться и ходить совместно, общаться с избирателями. То есть у нас такой опыт был. Вы знаете, то есть мы один раз провели такую совместную встречу. Вроде бы получилось неплохо. Но вот как здесь говорят, все-таки много людей не получалось собирать. То есть бывало максимально, может, 15-20 человек приходило. Но, тем не менее, мы попробовали один раз организоваться, устроили совместную встречу. А дальше почему-то как-то не сложилось. Хотя мне эта идея очень сильно понравилась. Потом еще нужно все-таки учитывать события, которые происходят и с коронавирусом. Ковид, он тоже свой отпечаток, конечно же, наложил. Очень много людей болело. Либо люди после заболевания ослабшие, и сама гражданская активность была, конечно, немножко низкая. И мы даже в какой-то момент начали переживать о том, что, возможно, неявка в нашем округе. Но все-таки именно я думаю, что такое изобильное количество кандидатов в нашем округе все-таки обусловило то, что явка произошла. И в целом у меня ни по работе моих оппонентов, да и вообще в самом округе, и отдельно говорить о гражданах, об наших избирателях, я считаю, что у нас был образцовый округ, и скоро будет второй тур, и я надеюсь, что во втором туре будет так же.
Ну, Вот. интересно, Так вы что вообще, общее ваш впечатление. эфир замкнул наши прямые эфиры, Я вы вот- были Я последними. понимаю, да. Да, и вас было очень много, и я помню, многие наши сотрудники здесь, и вообще комментарии я читала в социальных сетях, говорили, вот столько достойных ребят, вот жалко, что они все выставились в одном округе, да, вот так получилось. Но что касается вас, вот и если можно, я хочу обратить внимание на то, что вот, во-первых, я боялась за тех ребят, у кого не было опыта вот коммуникации в прямом эфире. Это правда большой стресс. И думаю, вдруг что-то не то скажут, и просто переживала за всех. И помню, когда вы обсуждали проблему нефти, недвижимости, это такие вот сложные, правда, Очень вопросы, сложные, потому что да. общество постоянно вот как-то все вот дискуссии крутят вокруг этих проблем. Движения как бы в этом плане нет, а народ вот прямо чувствует какие-то фобии. И я помню, когда Беслан по этой теме высказался, я первый раз за все это время услышала вот такие грамотные рассуждения вообще по этому вопросу. Я понимаю, что я плохо знаю эту проблему, и я не влезаю в то, чего я не понимаю. И столько интересного я услышала, я говорю, боже мой, как нам их не хватает интеллекта. Оказывается, он у нас где-то есть. Вот, благодаря этим эфирам и предвыборной кампании мы вот услышали очень интересные вещи. Не просто вот за и против, а вот почему за или почему против. Это интересные были очень рассуждения. А вот что касается вот другого Беслана, типа вот вас, да, когда человек честно в эфире говорит, я не эксперт в этой проблеме, я не знаю, и поэтому я этого не скажу и так далее. Вот по двум вопросам мне вот это помнится, я думаю, ну, чересчур честно он это говорит, потому что наши избиратели иногда, он хочет как бы, но есть такие кандидаты, которые делают вид, что они все знают. Да, Такие вы тоже, знаете, такие дело в тоже том, есть. что да. А вы вот очень честно признались в том, что это не мое, это я не знаю. Вот по этому вопросу я могу сказать и так далее. Вот вы не боялись, когда, кстати, такую позицию выбрали? Нет, я не боялся, потому что моя позиция не была нацелена на то, чтобы приумножить свой электорат. Для меня самое главное было быть честным перед собой, быть честным и быть честным перед своими избирателями. И поэтому я просто сказал то, что я думаю по этому вопросу. Я, например, как я уже говорил, я не нефтедобытчик, я не специалист, я не технолог. У нас действительно есть множество острых вопросов, которые необходимо раскрыть. Это вопрос экологии, вопрос безопасности извлечения нефти. Я единственное, что здесь могу сказать, опять же, как экономист, какую-то оценку дать. Но утверждать, можно ли добывать нефть или нельзя, я не могу брать на себя такую ответственность. Если я буду что-то утверждать, это уже будет более такое обывательское мнение. Поэтому я считаю, что максимально честно общаться со своими Да, вот в избирателями. вашем округе много молодых ребят, причем амбициозных. Некоторые очень активно позиционируют в общественной жизни все последние годы и так далее, но во время эфира никто не спровоцировал вот такой неделикатный разговор, и вот вся коммуникация была такая вот совсем добротная, аж, а люди, многие зрители, ну не многие, я не знаю, какая-то часть зрителей, конечно, она хочет вот какого-то драйва, на самом деле, адреналина, шоу и так далее, поэтому они, конечно, критиковали не вас, а критиковали позже. Это случилось совсем недавно, начали высказываться, ну таких высказываний тоже, кстати говоря, немного, они сказали, что это были не дебаты. Мне вообще все равно. Это были прямые эфиры с кандидатами, где они могли презентовать свою программу и так далее. Хотя сначала все говорили, что очень мало времени, и я потом поняла, что если бы мы могли бы физически предоставить больше времени, но физически просто это невозможно было сделать, многие кандидаты вообще, они даже не могли использовать то время, которое мы давали. Поэтому достаточно нормально было просчитано это время, вот 15 минут для прямых эфиров на одного кандидата. Ну, я не знаю, кому нужен интеллектуальный разговор, он что-то оттуда, конечно, взял и получил. Кто хотел драки, споров, эмоций и так далее, извините, этого не получилось. Если бы мы были бы телевидение нацелены на
это мы это сделали бы. Это сделать абсолютно нетрудно. Мы могли бы поставить телефон, принимать самые грязные звонки. Такое тоже есть у нас люди, которые любят анонимно делать вот такие плохие звонки. Мы их принимали бы, и здесь Бог его знает, что происходило бы. Но вместо звонков мы сделали почту. На почту, я должна сказать, ни одного оскорбительного вопроса или письма не поступило. Люди писали, правда, не так много, но то, что писали тоже, вот просто на самом деле у людей был интерес к каким-то вопросам, и они хотели узнать позицию. Как-то немножко так идеально все это происходило. Я хотела бы еще, Ирина, что-то добавить по тому вопросу, который вот мы сейчас обсуждали. Вот вы, Беслан, сказали, отметили такую низкую активность людей на встречах с избирателями. На это несколько причин, конечно же, в том числе и погодные. Сейчас мы не могли собираться там в домах культуры или где-то в каких-либо залах. В основном встречи проходили на улице. Это тоже обуславливало низкую явку избирателей. Но нам не стоит, наверное, скрывать друг от друга, как избиратели делают свой выбор. Как правило, это происходит еще на стадии, когда кандидат только выдвигается. Да? Люди определяются со своей симпатией, и их симпатия, она связана, как правило, опять-таки, там родственник, чей-то родственник, кто-то попросил, с кем-то работаю, меня уволят, там, на меня кто-то обидится и так далее. И еще с этим же связано, люди как предательство своего кандидата воспринимают, если они вдруг придут и встретятся с другим кандидатом. Вот, мне кажется, с этим нужно работать, как-то объяснять, наверное, может быть, посредством абхазского телевидения, что вы никого не предаете, когда вы даете подпись, например. Да? Понятно же, что если в моем округе 6,5 тысяч избирателей, то 250 подписей я соберу очень быстро. То есть нет смысла бояться, что ты кого-то предаешь, если ты даешь подпись за меня или приходишь на встречу со мной. Все-таки вот с этим я вижу проблему, и с этим, я считаю, нужно работать, что люди должны понимать, что увидеть другого кандидата, послушать его только на пользу. И это никак не делает тебя предателем в лице того кандидата, которому ты уже обещал свой голос. Да, может быть, все это вот следующий этап. Мы медленно к этому Я идем, просто с этим столкнулась. Мне неудобно, я буду голосовать за того, я не хочу приходить, я не хочу, чтобы меня видели. Я не хочу, чтобы меня люди видели на встрече с другим кандидатом, потому что я работаю там-то, и нам как бы очень строго об этом сказали. Вот такие вот случаи были. С этим надо работать, и в том числе тем, кто работает на тех местах и имеет право такие замечания делать своим сотрудникам. Это не очень правильно на самом деле. Это имело место у нас тоже, я подтверждаю слова Изы. Вот даже те люди, которые, казалось бы, хотя бы один раз должны были зайти и поздороваться, просто не пришли. Но люди же могут проголосовать. Ну ладно, вот скажем, все это возможно. У нас очень маленькое общество, все друг друга знают. Да. Либо мы соседи друг с другом, либо мы друзья, либо мы приятели, либо мы дальние родственники. О близких родственниках вообще не говорю, но слава Богу, у нас тайное голосование. Вот когда голосуют, почему люди... То, о чем сказал сейчас Дауд, люди боятся зайти в твой штаб и высказать тебе какое-то свое почтение, поддержку только потому, что на них рассчитывают люди из другого штаба. Да. Вот такая ситуация. Для меня она настолько странная, я впервые с этим столкнулась. Меня это удивило, наверное, больше всего. На самом деле, даже если человек имеет иное мнение, допустим, да, вот он все-таки там многие пообещали, допустим, если мы начали кампанию месяц до дня голосования, кто-то начал ее раньше. Понятное дело, подошли уже, там попросили, сказали, как у нас делается. Попросили, сказали, ты меня поддержишь, да, я ему пообещал. Вопросов нету. Но во всех остальных моментах, что касается там зайти, там, и если, допустим, это твой одноклассник, там, твой, не знаю, знакомый, я, например, крайне был удивлен, и вообще для меня это дико, почему нельзя зайти и просто сказать, привет, Дауд. Там, ты же знаешь, я тебе уже мы с этим сталкиваемся уже очень много лет, поэтому я не удивляюсь. Это да. Значит, что интересует избирателя? Весьма приземленные моменты. Это быт, это электричество, там,
канализация, водопровод, там, и электрика и так далее и тому подобное, там мусор, ну, чисто бытовые вопросы. Вот у меня была встреча в одном из дворов. Вот, кстати, хочу отметить, это вот как бы не в обиду, вот приходилось встречаться на разных площадках, там, на проезжей части, у дороги, там, где-то встречи подходили во дворах. Вот никто не предложил стакан воды, никто не предложил чашку кофе. Понятно, что мы не приходили там трапезничать, но, по крайней мере, вот мы же говорим об абхазском гостеприимстве. Вот эти вот моменты, к сожалению, вот я просто отметил. Ну, я вот хотела задать Да. вопрос. Люди изменились? Вот. Это не только к избирателям, потому что вот, ну, я же общался там, я общаюсь, вот сейчас вот энергетики там, значит, прокладывают линию, там, ставят счетчики и так далее, их тоже не приглашают. Я просто не понимаю, что происходит у нас в городе. Когда мы говорим там об абхазском гостеприимстве, это часть нашей ментальности. Ну, это как бы лирическая сторона вопроса. Вот. Не лирическая, это вообще печальная сторона, должна сказать. Теперь вот Люди сейчас вот изменились, да. основные вот такие базовые вопросы, которые вот обсуждались здесь на дебатах, ну, их было там вопросов 20, да, допустим. Ну, в основные это там энергетика, там, добыча углеводородов, это там паспортизация Гальского района, продажа недвижимости. И вы знаете, я все же пришел к такому выводу, что, ну, у меня по каждой, вот по этим вопросам, у меня, естественно, была своя четкая позиция. Вот по вопросу продажи недвижимости она поменялась. Вот. А знаете почему? Потому что мы подвержены искушению, мы подвержены соблазну. Дальше я не буду раскрывать скобки, вы все прекрасно понимаете. В другой раз поговорим на эту тему, да. Сегодня у нас на сайте Абхазавто, вот просто вот вы откроете сайт, и в разделе «Недвижимость» 56 тысяч предложений по недвижимости на 250 тысяч населения. Да, это заставляет задуматься, это серьезно. Все-таки за что голосует избиратель? Вот за что? Вот есть определенно за что? После опыта, который вы сейчас получили, вы можете сказать, что есть вот какие-то важные, какие-то качества, какие-то достоинства, какие-то заслуги кандидата, если мы их в какой-то ряд вот так выстроим, которые обязательно дойдут до избирателя, и он их оценит. В принципе, я понял. Вот до меня дошло то, что, значит, как-то, ну, естественно, мы в штабе там обсуждали многие вопросы, и мне говорят: Беслан, говорит, ты недоступен. Я говорю: в смысле? Я готов. Уже раз я выдвинулся, то я знаю в случае моего избрания, что меня будут беспокоить люди. Я готов к тому, что, возможно, будут приходить домой. Это все понятно, будут звонить и так далее. Я говорю: как я недоступен? Я, допустим, за все время, вот пока существует мобильная связь, у меня было 2 телефона. Когда я жил в Москве, я не менял свой номер телефона. Ну, некоторые там как бы шифруются. Я мог ответить на любой вопрос. Если мог, помогал. Если не мог, говорил, почему. Ну, в общем, не об этом. И здесь тоже у меня 1 телефон. Он говорит: ты меня не понял. Ты недоступен, потому что тебя постесняются поднять люди там средь ночи и решать, значит, свои вопросы, если они попали там в какую-то, скажем, ситуацию. Я говорю: слушайте, я буду решать ситуацию, если там человека унизили, ущемили, обидели незаслуженно. Ну, всякое же бывает в жизни. Ну, я всегда доступен. Ну, как бы вот был дан такой посыл, что вот как бы иногда на депутата смотрят, на человека, который может помочь решить какие-то там частные вопросы. Ну, это, наверное, даже превалирует, да, вот для, может быть, большинства, может, я не знаю, вот как вы думаете? Как показала практика для большинства, я не знаю, я хотела бы узнать о том округе, где это не стало вот главным таким триггером для того, чтобы люди проголосовали. К сожалению, и это тоже, наверное, тема
для отдельного разговора и для того, чтобы прорабатывать, может быть, в том числе при помощи абхазского телевидения, повышение, пусть на меня никто не обижается, но уровня осознанности у избирателей. К сожалению, так сложилась практика, и это не что-то, что произошло само по себе, это абсолютно рукотворные вещи. Так произошло, что люди, избиратели, не видят связь между деятельностью депутата в парламенте, между его прямой деятельностью, да, его прямыми обязанностями и результатами этой работы, и какими-то благами вот для них лично. Ну да. То есть благами в данном случае люди считают проложенный асфальт, трубы, проведенные там, я не знаю, линии и так далее. В этом виноваты не только сами люди, но в этом виноваты те, кто их годами к этому вел. Они привыкли, люди сидели и обсуждали. Вот я знаю, попала в такую ситуацию, когда люди обсуждали, что на этот раз будем просить. То есть люди, которые, оказывается, это целая профессия, люди, которые участвуют в выборных процессах, приводят некий людей, бизнес да, такой, некий да? бизнес, и они обсуждают, что на этот раз мы сможем получить для того, чтобы облегчить свои социально-бытовые какие-то условия. Конечно, для человека, которому провели трубы, который 30 лет без воды, ну, для него это превалирующее. Я готова даже понять этого человека, но кто это сделал? То есть, а если ты не готов, вот я, например, не готова была решать социально-бытовые какие-то проблемы людей, то ты непроходной кандидат, то на тобой будут посмеиваться и говорить, ну и ходи на свои эфиры, ну и готовься к дебатам, а мы в это время будем заниматься вот такими важными, серьезными вещами. И, ну, как бы это срабатывает. Как донести, что от этих законов, которые люди пишут в парламенте, вообще зависит жизнь всего государства на многие годы вперед. Не на год, не на два, не на время действия мандата того или иного депутата, а на очень долгие годы вперед. В том числе по тем важным вопросам, которые мы поднимали все, и недвижимость и так далее. Вы представляете, вот если в течение ближайших лет будут приняты какие-то непоправимые решения, то как это аукнется нам там, через 10-15 лет? У каждого в семье дети, внуки. Я вот честно, я удивлена, я не понимаю, чем люди руководствуются, когда они хотят решить свои вопросы сегодня, но не думают о том, что будет завтра. Вот что касается вообще, как выбирает вопрос же был, да, как выбирать, почему отдают предпочтение тому или иному. Вот что касается этих вопросов всех бытовых, тут палка двух сторон. Понятно, что избиратель, с одной стороны, так видит картину. То есть он понимает, что у него есть шанс раз в 5 лет решать какие-то вопросы. И тот кандидат, который может решать эти вопросы, он ему отдает предпочтение. Но опять же, тут надо спросить, почему так. Допустим, если те, кто должен этим заниматься, вот там же есть еще и муниципальные, местные депутаты наши, которые непосредственно как раз должны заниматься решением проблем того или иного округа, района. И во взаимодействии с местными органами уже власти, исполнительной власти, они, если будут решать эти вопросы, соответственно, эта проблема снимется сама по себе. И депутат, единственно, находясь в парламенте, может этот процесс поддерживать и контролировать, и непосредственно заниматься своей деятельностью. Но этого не происходит, поэтому есть шанс, и эти люди этим шансом пользуются. Как можно их в этом, по сути, упрекать? С одной стороны, мы, конечно, считаем, что это неправильно. Так не выбирают людей. Это другой орган, как Иза сказала, что это совершенно другой орган. Законодательная власть – это одна из ветвей, это важный орган, который должен заниматься более высокими государственными делами. Но когда внизу у нас не все хорошо, тогда люди говорят, вы наш голос хотите, тогда давайте, вы нам тоже что-то сделаете. Потому что и даже открыто говорят, вот потом, кто нас потом в течение 5 лет вспомнит, сейчас есть шанс, давайте пользоваться. И люди Просто пользуются. вот получается, что органы местного самоуправления не играют той роли, которые вообще должны играть. Если бы они были бы на своем месте, но пока мы не смогли показать вот значимость органов местного самоуправления, местных депутатов, и поэтому получается, что за них должны отдуваться те кандидаты, которые идут в парламент. Ну, отдуваются они не просто так. Эта практика когда-то зародилась, и эта практика, она только набирает обороты из выбора в выборы. Кому-то И это нужно, никто, такие да, и технологии. это не ломается. Избиратель только может поломать, понимаете? Сами кандидаты не будут это ломать. Это может поломать только избиратель в какой-то момент, не проголосовать, понять, что
Да, я понимаю, да, я настолько осознанно, я дошел до того уровня, когда я знаю, что для меня важен человек, способный принимать какие-то законы, способный инициировать, обсуждать, анализировать, делать выводы, смотреть какие-то другие опыты, да, других стран. Один момент, я в принципе полностью согласен с тем, что сейчас здесь говорят, это действительно имеет место быть, но я бы хотел все-таки предложить дополнительные механизмы, может быть, немножко грубо так называть там способы пропаганды или еще что-то, но в первую очередь само государство и средства массовой информации должны постоянно работать с гражданами республики, чтобы формировать правильную гражданскую позицию. Вот, то есть люди должны понимать, конечно, мы сталкиваемся с социальными проблемами социально-бытового характера, когда люди действительно, вот как вы все правильно подметили, получают единственную возможность что-то сделать для своего округа, те же самые трубы или проложить асфальт и тому подобное. Ну тогда, значит, надо решить проблемы социального характера. Если бы это было бы полноценное работающее государство, где социальные службы могли бы решать все эти вопросы, ну тогда избиратели, может быть, этого бы и не требовали. Вот. Но параллельно, конечно, должна быть какая-то определенная пропаганда, должна быть национальная идея. Люди должны понимать, что они выбирают кандидата или депутата от своего округа не с учетом своих личных интересов, потому что депутат, он не в рамках округа работает, он работает в рамках всей республики, он занимается законодательством. Поэтому надо выбирать людей, которые нацелены на общенациональные интересы. И чтобы это привить нашим гражданам, нужна работа. И это действительно очень глубокая проблема. Недавно выступала уполномоченная по правам человека, и она говорила, что на этих выборах имело место подкупы. Да? Вот скажите, в вашем округе вот конкретно вы с этим столкнулись? Вы знаете, я не могу такое сказать за свой округ. Я пытаюсь не опираться на слухи. Я, честно говоря, даже редко читаю какую-то информацию в Фейсбуке, потому что считаю, что Фейсбук, тот же самый или любые социальные сети, это в первую очередь инструмент. Вот. И порой он очень негативно себя проявляет. Поэтому я пытаюсь опираться исключительно на то, что я вижу, с чем я сталкиваюсь и с чем сталкиваются мои товарищи. Поэтому я не могу говорить, что подобные моменты имели место быть в моем округе. Я с этим не сталкивался. Много, мне кажется, случайных людей во время предвыборной кампании. Вот мы обнаруживаем, да, когда проводим эфиры, тоже люди абсолютно, вот как будто они, не знаю, с неба свалились вот сюда, вот в студию, и все. Были у нас такие провальные абсолютно кандидаты. И такое ощущение, что, я не знаю, на какой процент это тянет, но значительная часть депутатов иногда это вот то, что называют болотом. Выбирается непонятно из чего, из очень случайных людей. Вот какая-то очень непонятная селекция вот происходит, да, во время предвыборной кампании, во время выборов. Но я помню 1991 год, когда мы выбирали первый парламент. Тогда мы были очень молоды, мы активно очень участвовали в предвыборной кампании, но меня не это, в общем-то, интересует. Но я не знаю, Беслан, может быть, эту ситуацию знает больше, но мне так помнится, что тогда же другая была ситуация, понятно, вот у нас внутренняя ситуация с грузинами очень тяжелая и так далее, поэтому тогда интеллигенция в нашей жизни, в нашем обществе играла очень большую роль. В принципе, насколько я понимаю, они определили список тех кандидатов, которые пойдут в этот парламент, и они приняли, но согласовали этот список, потому что они понимали, что мы стоим перед очень тяжелой ситуацией, и они понимали, что парламент играет колоссальную роль. Но дело в том, что вот их решение народ ведь тоже воспринял, да? Воспринял народ, и в результате мы получили качественный парламент. Неважно, как его называют, золотой, не золотой, для меня не это важно. Качественный и очень адекватный вот в тех условиях.
Но прошло время. И избирательное Мы общество. говорим, что у нас демократия, демократические ценности и так далее. Кто хочет, тот и выдвигается и прочее. Теперь нет абсолютно таких авторитетных людей, которые могут сказать народу: знаете, у нас ситуация, опять же, очень плохая. У нас есть очень достойные люди. Давайте решим, кто попадет. Это невозможно уже. Я вот чувствую, что это невозможно. Но что все-таки нужно сделать для того, чтобы случайностей было насколько возможно меньше, чтобы большинство в парламенте были люди профессиональные? Что нам нужно сделать? Как нам изменить эту ситуацию? Если можно, вот коротко порассуждаем. Я бы, знаете, все-таки именно сторонник того, что нам необходима реформа избирательной системы, нужно менять фильтры. Вот давайте будем говорить о вот нашей старой мажоритарной системе, которая существует сейчас на данный момент. Мы же фактически выбираем людей в рамках округа, и каждый из нас имеет возможность голосовать за своего друга, выбирать своего друга, родственника. Еще надо учитывать наш менталитет. То, что родственные связи, они близки, и часто наш выбор основывается не на том, чтобы выбрать человека грамотного или профессионально подготовленного. Он основывается на том, чтобы привести в парламент своего человека. Значит, нужно эти условия менять. Значит, нужен другой инструмент, правда же? Или другой инструмент, механизм? конечно. Вот какой? Что нам делать? Менять? Надо менять. Лично мое мнение, что от мажоритарной системы надо переходить к смешанной системе. Пускай одна мажоритарная часть останется, но другая часть должна быть пропорциональной. Чтобы, во-первых, и по партийным спискам люди попадали в парламент, потому что это другой фильтр. На уровне политсовета выбирать лучших, самых качественных, профессионально подготовленных кандидатов и выбирать их, чтобы Сейчас, голосовали в рамках да. всей республики. Не в рамках округа, а в рамках всей республики. Я думаю, что в таком случае действительно будут попадать более-менее подготовленные кандидаты. Потом это командная игра. Надо понимать, что обычные одномандатники, им очень трудно нести какие-то глубокие программы, какие-то более сложные законопроекты. Это больше командная игра. Спасибо. И поэтому я считаю, что вот именно по пропорциональной части командной игрой возможно вносить какое-то... Спасибо. Вы согласны? Вы тоже за другую избирательную систему? Я, в принципе, у меня мнение такое. И, значит, та система мажоритарная, значит, следующая ситуация, это уже партийная система, у нас она не работает. Скажу это вам на своем личном примере. Вот, может быть, это будет обидно, значит, той партии, которая меня выставляла, я абсолютно никакой поддержки не получил, которая должна делать... Нет, частные лица, там я сейчас... Были люди, которые, естественно, члены этой партии меня поддерживали, но сама партийная система меня не поддержала. Более того, мои, ну, так скажем, представители этой партии находились в группе оппонентов. И это говорит о том, что партийная дисциплина напрочь отсутствует. Ну, если уже говорить... Это говорит даже о том, что да нет у нас партии. Совершенно Партии верно. нет у нас. Они формально существуют, но реально действующих партий со своей идеологией, программой, дисциплиной и так далее, таких партий у нас еще нет. Вот. Это один момент. Второй момент. Обязательно нужен возрастной фильтр. Я думаю, что минимальная планка – это 35 лет. Депутат парламента Республики Абхазия сегодня может инициировать внесение в наше священное писание, в нашу Конституцию. Это надо быть до такой степени подготовленным, образованным, практиком, с жизненным опытом. Ну, и здесь уже, конечно, ну, 25 лет, да, это вот вчерашний студент. Но, опять-таки, молодость тоже. Вот сейчас вот я хочу вот привести пример. Вы как-то напомнили о 91 годе. Я тогда принимал участие в качестве руководителя штаба. Вот тогда вот я был секретарем комитета комсомола, и мы поддержали кандидатуру Рената Корча, если помните. Да? Конечно, да. Вот. Мы, ну тогда, как бы,
это 91 год, после событий 89 года. Тут махровая гамсахурдиевщина, очень сложная политическая ситуация, все кругом бурлит. И вот мы тогда, уже комсомольское движение, как идеология не существовала, мы переориентировались на национально-освободительное, так сказать, движение. И мы тогда переиграли двух, в то время, сейчас говорят политических, но тогда партийных тяжеловесов. Но тогда наш кандидат был неопытен, но он был образован. Он закончил университет на красный диплом, он был ленинским стипендиантом, он был помощником депутата Верховного Совета СССР Владислава Григорьевича Арзенба. Вот. Мы его поддержали, и он прошел. Хорошо, Но вы это правило говорите о без том, что исключения. возрастной фильтр нужен. Возрастной фильтр нужен, да. Ценз. Это, значит, и очень важно образование. Я вспоминаю слова, значит, своего педагога, светлая ему память, Есберезович Фейсба. Он сказал, вот я помню, значит, первый курс, значит, все первокурсники, значит, встречаются на вводной, значит, лекции, и он говорит: университет — это не место, где учат. Вас учили в школе писать, читать, считать. Университет — это место, где учатся. Я хотел бы продолжить. Парламент — это не место, где учатся. Туда нужно прийти подготовленным специалистом хотя бы в одной области. Обязательно, согласна. Хорошо, Изольда? Я согласна с мнением о том, что все-таки система должна быть смешанная, потому что я как человек, который, например, на сегодняшний день не видит партию, от которой бы могла баллотироваться, вот, у меня тоже должна быть возможность, в случае, если принимаю такое решение, иметь такую возможность. А с другой стороны, есть мнение, что, например, женщинам по партийным спискам проще попасть на уровень принятия решений и вот в выборных процессах. То есть каждый должен иметь возможность подобрать под себя тот путь, который вот приведет его, допустим, на уровень принятия решения. И я согласна по поводу возрастного ценза. Все-таки 25 лет, как мне кажется, это недостаточно. Можно говорить там между 30 и 35, как бы это вопрос тоже для обсуждения, но мое личное мнение такое, не ниже 30 лет, а там уже. Мне кажется, что мы вместе с вами. Не важно, что вы сейчас не в парламенте, но вы подготовлены для ведения такой работы. Мы должны вместе с вами, вот у нас есть государственный канал, работать для того, чтобы все-таки подвести парламент к тому, чтобы вот эти изменения, серьезные реформы, чтобы они произошли. Да, и тогда очень многие вопросы снимутся. Вот вы во время выборов как-то почувствовали, что вот раскол общества сильно влияет на исход голосования, раскол общества? Я не почувствовала, что именно раскол. Мне показалось, что это больше какие-то родственные связи, какие-то вот взаимовыгодные какие-то отношения людей, которые поддерживали там друг друга. Больше я ощутила, кстати, я вот с этого ракурса не подходила к этому вопросу, потому что у нас все-таки этот раскол, он чувствуется во всем, куда бы мы ни пошли, но в вопросе выборов родственные связи, и то, что вы сказали, Беслан, что ваши однопартийцы поддерживали и работали в других штабах, наверняка это тоже, потому что это все-таки святое. Я тоже ничего подобного не заметил. Были какие-то моменты, когда говорили, что там в какой-то команде, в одной команде люди высказывались таким образом. Но в целом, так вот, чтобы было заметно, что конкретный раскол, и что есть определенная линия, но, во-первых, мы себя позиционировали не как представители какой-то политической там структуры, либо оппозиционной, либо провластной. Мы шли самостоятельно и давали понять, что, в принципе, мы не против власти,
И есть свои идеи, есть свои видения, к примеру, как реализовывать те или иные вопросы. Поэтому по отношению к себе такой раскол мы не ощутили, так скажем. Вот как есть. Вот, кстати говоря, вот в докладе уполномоченного прозвучали слова о том, что административный ресурс был использован на этих выборах как никогда. Я, насколько понимаю, твой оппонент, он шел от власти, да? Да, Он от власти шел. Но вот ты почувствовал, что... В моем округе я такого конкретного административного ресурса не почувствовал. Свой конкретный а масштаб в целом за другие округи я сказать не могу, но в нашем округе этого я не заметил. Ну, хотите высказаться по этому Все-таки вопросу? нужно констатировать, конечно, у нас там нет видео, фотофиксации, аудиофиксации, и доказать мы это не можем. Как Беслан сказал, там на уровне слухов, но есть же люди, которым ты более-менее доверяешь и так далее. И мы видим какие-то, допустим, ремонтные работы и так далее, которые представляются одним из кандидатов в его пользу. Я знаю случаи, когда люди, которые не имели права, допустим, агитировать, в силу того, что они являются представителями власти, да, не имели права агитировать, но все-таки занимались этим лично. Другой вопрос, что это не я должна пресекать такие вещи, это должны быть органы власти, которые пресекают такие вещи. Но я не могу сказать, что административного ресурса не было, допустим, как в моем округе, так и в других округах, где это все есть, к сожалению, и это все рабочая схема. Нерабочая схема – это то, как пошли мы там со своей программой, со своими дебатами, с людьми разговаривать. Мне говорили, что это не рабочая схема, я в это не верила, но я убедилась. Но вот вы еще говорили в самом начале, что из-за того, что у вас этот первый опыт и так далее, какие-то определенные поддержки, которые бывают во время выборов, как в фигурном катании, кстати, поддержки. Здесь тоже какие-то поддержки, но какие поддержки еще были возможны, но вы не учли это, и вы не искали бы такие поддержки. Я не искала бы, вот как Дауд справедливо заметил, я тоже не являюсь там ни представителем оппозиции, ни представителем власти, когда ты, скажем так, политически нейтральный человек, соответственно, тебя поддерживает только твой близкий круг людей, и те люди, которые вот поверили в тебя, да, услышали, увидели и поверили в тебя. Мне кажется, это очень сложно, когда ты занимаешься политикой, вот вы просто, наверное, только начинаете заниматься политикой, поэтому, а так, когда ты в политике, быть нейтральным, это ты просто обязательно немыслимо. Должен быть на чьей-то стороне, это то, что я чаще всего слышала, что ты не права, ты просто не знаешь, не понимаешь. Теперь я прекрасно понимаю, о чем они говорили. Дело даже не в том, что права, не права. Просто сама реальность тебя заставит иметь определенную позицию, иметь какие-то политические цели, чего-то добиваться и так далее. Поэтому вот это существование политическое, вообще в политической жизни, это все равно приведет тебя куда-нибудь. Либо в партию, либо во власть и так далее. Приведет тебя куда-нибудь, но это не должно быть искусственно. Ты нет, должен, конечно. допустим, в этой системе, в этой каше условно повариться и для себя понять. Но не так, что мне сегодня выгодно с властью для того, чтобы я стала депутатом, и я буду вот провластным депутатом. А если мне не выгодно, то я не буду. То есть тут же вопрос интересов, вопрос понимания. Беслан, в принципе, он шел от партии провластной, да, насколько я понимаю. И если была такая серьезная помощь со стороны власти, административный ресурс вот мог бы помочь, почему не прошел во второй тур? Нет, безусловно, у меня есть свои политические предпочтения, но опять-таки, вот, возвращаясь к вопросу там, позиция, там, власть, противостояние в обществе, это все по инерции. Мы, по-моему, сейчас вот это вот просто придается этому формат. Больше здесь, вот, простите меня, вот, это наши родоплеменные отношения работают. Очень... Я бы сказал, но это хуже? Это ни о чем. Это ни о чем. Потому что ауа танхакин тыж макала хюнткару зерклазу. Убри харей лахкару.
Хороший парень. Вот я сейчас вот тоже следил за публикациями, значит, Изы вот по поводу хорошего парня. Да, я подписываюсь под ее вот эту вот публикацию можно разобрать по цитатам. Ну да, нам многие тоже говорят, слушайте, вы почему выдвинули такого человека, вообще имени не знаем, фамилии не знаем, слова его не знаем, в общественной жизни не был, нигде не был, ни в какой профессии абсолютно не замечен, как я обычно говорю, интеллектом не отягощен. Откуда вы его находите? Это хороший парень. Я тоже, значит, смотрел вашу программу Мазейда, да? Да, с молодежью. С молодежью, да. Молодежь правильно мыслит, правильно говорит. Но, к сожалению, неправильно себя ведет. Я видел в штабах не только своего округа, вот этих молодых ребят, которые говорили правильные вещи, но как бы их принципы и то, что они преподносили, как бы не соответствовало тому, что они делают. Вот эти поэтому... конкретные ребята, которые были в Мазейда, вот о них речь идет? О них в том числе, да? Кого-то из них вы видели? Да. Да. Поэтому, опять-таки, это не потому, что он, как бы сказать, не проявил свою... Он подстраивается под систему нашу. Понимаете? Это опять-таки, вот, возвращаясь к тому, вот это вот родоплеменное, там, я не знаю, дружеское, соседское и так далее. Я об этом. И еще один момент. Вот мы уже взрослое поколение... Сейчас вот даем постепенно старт молодым, но в то же время эти молодые, смотря на нас, ничему хорошему не научились. Потому что постоянные склоки, выяснение отношений, какие-то вот, значит, негативы в обществе, понимаете, это вот все. Вот и они уже это все перенимают и потихоньку переносят в свою плоскость. Мы должны работать, уже, поэтому, кстати... Вот мы и уже вот... на своем уровне у них тоже уже какие-то вот создаются коалиции. Ну, в этой передаче, кстати говоря, как раз-таки посвященной вот выборам, было много правильного ребятами сказано, вот особенно... Но там тоже ребята разные, вы поймите, я, в общем-то, их знаю достаточно плохо. Когда мы говорим правильные вещи, мы же говорим правильные вещи. Вот этим правильным вещам... Мне нравится, вы говорите, они это услышат, надо. Нужно соответствовать. Да. Вот и все. То, что вы женщина, это вот как-то влияло вот на то, что с вами сейчас на выборах происходило? Вы это ощущали? Наверное, это был самый наиболее часто задаваемый вопрос. Ну вот все-таки как ты решилась, веришь ли ты? Многие говорили, что за женщину не проголосуют. Для меня просто в моем понимании, на моем уровне развития это очень странно, что вообще этому уделяется так много внимания. Почему об этом говорится? Это говорилось и на эфирах, на всех, это говорилось и в частных беседах. Почему мы до сих пор, вот в наше время, когда женщины уже, я не знаю, миллион раз доказали, что они, во-первых, умственные способности не раздаются по половому признаку. Это давно доказано наукой, и тому миллион подтверждений в жизни, да? Потом ту роль, которую женщины взяли на себя и во время войны, и после войны. Тут вообще даже не хочу к этому возвращаться. Это все понятно, в Абхазии все знают. И сил хватает, и интеллекта хватает, и способностей. Почему мы вообще в эту плоскость переводим, мне непонятно. Я как женщина, вот у нас во время дебатов ведущий сказал, ну вы женщина, вы можете, если что, перейти на русский язык, если вдруг вам сложно и так далее. Это то есть какое-то снисхождение, я это чувствую. Вот я скажу честно, мне это не нравится, я не хочу, чтобы было какое-то снисхождение ко мне. Я готова конкурировать, вот насколько мозгов хватит, настолько буду конкурировать. Но не потому, что я женщина, и давайте какие-то снисхождения. Ну, как-нибудь мы поговорим о том, что права-то у нас равные, может быть, и в интеллекте. Иногда многие женщины абсолютно не уступают мужчинам, а вот с возможностями можно поспорить. Иногда бывает, что у мужчин и женщин равные возможности. Вот об этом мы можем поговорить. Но сейчас вот у нас немного времени осталось. Режиссер меня уже предупреждает. Заканчивайте, говорит.
Нам всем очень хочется, чтобы вот после вот этой фильтрации, которая произошла, которая, правда, вот как-то отняла у нас вот на этом этапе многих фаворитов вот нашей предвыборной кампании, но, тем не менее, достойные ребята тоже прошли туда, да? Но сейчас, вот, по-моему, судьба парламента решается во втором туре. Что вы ожидаете от второго тура? И мы вот этим вопросом завершим нашу беседу сегодня. Прежде всего, мы все же ожидаем увидеть тот состав парламента, который изначально вот, в нашем представлении должен был быть сформирован в новом парламенте. То есть из числа тех людей, которые могут профессионально представлять интересы государства, писать законы, работать эффективно. Прежде всего, вот такое видение хочется все же в окончательном, скажем, виде увидеть вот, после второго тура. Вот если сказать кратко. Да. Хочется, чтобы избиратель нас услышал. Сегодня во втором туре есть еще возможность у избирателей, да, которые будут голосовать, есть еще возможность повлиять на качество будущего парламента. Я очень прошу людей проявить вот осознанность, проявить, если хотите, патриотизм. У нас как-то это стало ругательным словом, но и тем не менее сейчас это как никогда важно, потому что все-таки от качества людей, которых мы изберем в этот парламент, от их способностей не узко в какой-то профессии, а широко. У нас есть такая возможность. Если люди сделают правильный выбор, у нас еще есть надежда на то, что все будет Я скажу хорошо. двумя словами. Это парламент должен быть государственно ориентированным, национально ориентированным парламентом. Это вот, я бы сказать, просто вот самая важная вот цель избирателя. Ну, вы государственник, правильно, вы государственник, да, хорошее заключение. Давайте, Беслан. Я хочу сказать так, я поддерживаю все, что было сказано. Конечно же, должны попасть хорошие ребята, грамотные. Вот сейчас что-либо преждевременно говорить сложно, но я скажу так, для меня сейчас самое главное, чтобы было нормальное взаимодействие между двумя ветвями власти, законодательной и исполнительной. Только в таком случае, я думаю, что этот парламент будет продуктивным. Пожалуй, на этом мы и остановимся. Возможно, я поторопилась с темой обсуждения. Но, как говорится, куй железо, пока горячо. Часто выбираем не тех, а потом растягиваем свое нытье, недовольство по поводу, какой ужасный парламент, на целую пятилетку. Обстоятельно обо всем этом поговорим после второго тура. Это была Аргама.